Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Как вы помните, и я говорила не раз, что сейчас я никого не спасаю. Выжить бы с имеющимися животными. И если участвую в спасении, то только помощь моя в самом спасении и, возможно, доставке. А иначе они лягут опять на мои плечи. Да, животных жалко. Теперь и снова их там нещадно убивают. Но так как пристройств здесь нет, и вы не разбираете, значит и не спасутся новые там. Жалко, что это не всем понятно. И вот очередной мой провал. Как бы я ни кричала, мамку оставить в Якутске на убой нельзя. Никто не желает ее взять, и девать ее некуда. Надо лечить ее желудок. То диарея, то рыгает. Она так долго голодала, что организм или отторгает еду, ссохся желудок, или надо кормить через час, например, бульоном. Неужели она тоже останется на мне? Но у меня ни одна передержка бесплатно ее не возьмет. Наверное, это я говорю слова в пустоту, но это так. Вот привезли с самолета на чужую передержку временно с щенками. Щенки прилетели к группе волонтеров, а мамку они взять не могут. Да и цена там за собаку 9 000 плюс корм, примерно 4 000 еще. Итого 13 000 вольерное содержание. Но разве я могу это оплатить? У меня собаки так задорого не сидят. У меня их слишком много. Я даже задешево не знаю, чем оплачивать. Посмотрим, что у тебя. Ну, кто это у нас тут мешает смотреть, а? Так, ну, в принципе, как на видео никакого красного нету. Друзья, мамочка Кузька, так ее назвали мы, оказалась с очень благодарным, хорошим характером. Она очень нуждается в человеке. Обычно подойдет, положит голову на колени и долго молчаливо стоит, задумавшись, замирая и радуясь от погладушек. Она терпит туалет, не гадит ни дома, ни в вольере, а умеет проситься. А справив нужду, бежит домой. Уравновешенно, спокойно, не боится других собак, не зажимается, не забивается в угол, а с достоинством может показать, что не надо к ней задираться, не шкодит дома, ничего не стащит со стола. Идеальный характер для жизни дома с человеком, можно в квартире, точно не в будку и не на цепь. Ей нужна ваша поддержка, ей нужны фин-кураторы на 7500 в месяц. Откликнитесь, пожалуйста, на нее. Друзья, а давайте так, давайте собирать ежемесячно на передержки. Может, тогда будет как-то более понятно. Я никогда этого не делала, а собаки прибавлялись. И когда вы не откликались на фин-кураторство, собаки назад в ППЖ не отправлялись. Они все равно летели в Москву. А куда они летели и на что? И вот такие прилетевшие, спасенные, и вы были благодарны, когда их привозили в итоге. И вы говорили: поможем, чем можем. Главное, спасли, как здорово. И вы помогали, да, первый месяц. И потом помогали, но на нужды последующих месяцев. А те, кто прилетел недавно или давно, 3, 5, 7 месяцев проходило, конечно же, их забывали. Очень у многих собак, у более половины, даже если были финкураторы на небольшую сумму, у кого на 1000, у кого на 2, на 3000, многие финкураторы разбежались или молча ушли. А представьте, если бы и я бросила. Ведь я же такой же человек, я не на должности. Почему мы такие разные? Такая разная степень ответственности. Хочу сказать следующее. У меня самые дешевые передержки в Москве по 7500 за собаку, включая корм.
И плюс еще 37 собак по 9 тысяч, также включая корм. Вот везде, где бы я случайно или на несколько дней не попадала на чужие передержки, там ценник зашкаливает дороже 10 тысяч или 9-10 тысяч плюс корм. Вы знаете, я рискую потерять свои драгоценные передержки, если я не буду их оплачивать. Но нельзя не оплачивать содержание собак. Это тяжеленная, грязная работа. Ухаживая за собаками, должны быть силы, а не впроголодь жить людям, еле волоча ноги. Вы же видите, все деньги уходят на собак, только на кормежку, только на вольеры, на сено и отремонтировать хоть что-то перед зимой. Так, ну вот уже сеточки начинаем ставить 3D-шные. Вот. Сварили вот эту штуку, арматуру, куда будет все прикрепляться. Вот. Так что такие вот вольеры будут у нас достаточно большие. Я считаю, что вообще великолепно. Вот. Так вот. Мы тут переездик небольшой. Ильмуська, Ильмусик, Руфа с другом своим. Так, еще у нас там. Еще у нас тут. Еще у нас тут где? Девчонки. Вот тут вообще ничего не видно. О! Так, Ритка. Ритка и вторая у нас, господи, Софи. Софи. Да, не вдвоем. Так, и вон там у нас еще двое. Вот, вот он, мои золото приехал. Двери, проводку, идут дожди, выгульник для собак. Страшно туда зайти, стоит болото. Засыпать нечем, значит гулять собакам негде. Если начнут простывать от этой сырости, начнется вольерный кашель, значит заразятся все. Есть череда только новых проблем, и я утопаю в них. Когда есть деньги, есть чем решать проблемы. И вот снова нечем оплачивать передержки, чтобы с помощью этих денег оплачивать новые проблемы. Опять и снова, друзья, ну, пожалуйста, давайте собирать теперь на передержки. Корм входит в сумму передержки. Пожалуйста, давайте, откликайтесь. Открываем сбор на передержки, включая корм. Я вас очень-очень прошу,